Доброе утро всем, кто в эту минуту находится у своих экранов. В эфире «Утро Калмыкии», я Валерия Буваева. Спешу вас разбудить и настроить на новый день. А прежде чем мы продолжим, напоминаю, что позитивного настроя и мышления сложно достигнуть без ободряющей физической нагрузки. Поэтому смотрим и повторяем. Доброе утро! Я Оля Владимирова. И давайте начнем утреннюю зарядку. Давайте ноги на ширине плеч, делаем выпрыгивание вверх. Садимся в присед, колени не выходят за носки. И выпрыгиваем вверх. И начали. 10 выпрыгиваний. Закончили. Давайте теперь отжимания. Кто не может, тот на коленях можно. И тоже 10 отжиманий. Остаемся в этом же положении. Ноги подтягиваем к локтям. Делаем такое упражнение. Закончили. Встаем, отдыхаем. Итак, выпады в прыжке. Правая нога вперед, левая назад. Выпад и выпрыгиваем. Делаем по 5 раз на каждую сторону. Да, начали. Закончили. Следующее упражнение – jumping jack. И начали. Десять раз и закончили. Завтрак – это топливо, он заряжает организм энергией. 25-30% калорий от суточной нормы должны быть употреблены в утренний прием пищи. Есть заблуждение, что пропустив завтрак, можно похудеть. Это совершенно не так. Получая утром достаточное количество углеводов, человек стабилизирует уровень сахара в крови, что помогает урегулировать аппетит и не переедать в течение дня. Диетологи доказали, что те, кто завтракают каждый день, имеют на треть ниже вероятность заболеть ожирением. Утренний прием пищи невероятно важен для мозга. Восстанавливается уровень глюкозы. Поэтому школьникам и людям с большой мозговой активностью необходимо завтракать. Рецепт вкуснейшего завтрака смотрите прямо сейчас. Всем привет! Меня зовут Алтын Гирел, и сегодня мы будем готовить сырную лепешку. Для лепешки нам понадобится, собственно, сыр, молоко, мука, одно яйцо и используем помидорки черри для украшения. Возьмем сыр. Натрем его на крупной терке. Сыра понадобится где-то 100-150 грамм. Беру яйцо. Добавляю к нему молока немножечко. Вот так вот. Добавим немного соли, немного муки. Все на глаз. Раньше, когда спрашивала рецепт у мамы и теть, они мне говорили, ну на глаз. Я думаю, блин, как это на глаз? Сейчас уже понимаешь, примерно уже с опытом понимаешь, как это на глаз. Интуитивно. Так, как тебе нравится просто. Добавляем сыр. Так, ну вот консистенция будет как жирная сметанка 25%.
Можно еще немножечко муки добавить, если мы видим, что жидковато. Добавляем еще. Оп, и так достаточно. Все. Поставили разогревать сковороду. И немножечко растительного масла добавим. Распределим по сковородке масло. Все, думаю, сковородка накалилась. Можно добавить смесь из сыра. Обжариваем с двух сторон нашу лепешку до румяной корочки. Накроем крышкой. Пару минут на одной стороне, пару минут на другой стороне. Так, посмотрим, что у нас происходит внутри, под крышкой. Я вижу, что уже лепешка подрумянилась с одной стороны. Мы ее переворачиваем. Вот, красиво как. После того, как перевернули нашу лепешку, мы можем не накрывать крышкой сковороду. Еще хотела сказать, что многие говорят о том, что завтрак из яйца он не полезный, потому что в яйце много холестерина, но мало кто говорит, что холестерин и также еще и очень полезен. Он вырабатывает половые гормоны и витамин D. Вот, так что холестерин полезен и для работы мозга в том числе. Так, ну все, лепешечка готова. Помидорки черри используем для украшения нашей лепешки. Очень вкусно пахнет. Наша лепешка готова. Лепешку можно подавать со сметаной, со сливочным сыром, кому как нравится. Всем приятного аппетита! Зачем ежедневно ухаживать за бровями? Они и так прекрасно растут, но брови, как и кожа и волосы, требуют ежедневного ухода, чтобы радовать здоровым и ухоженным видом. За ночь волоски бровей могут замяться, кончики их закрутиться, так что, расчесывая брови утром, можно придать им нужную форму. Как сделать это правильно, расскажет Мира Миронова. Доброе утро! Сегодня я расскажу вам, как быстро и качественно, а главное незаметно подкрасить ваши бровки. Для макияжа бровей мы можем использовать помадку, тени для бровей, либо в нашем случае карандаш. Самое главное – определить проблемные места там, где мы будем работать нашим карандашом. В нашей модели восходящая бровь, небольшой изломчик и недорисованный кончик. Значит, с помощью карандаша мы прорисовываем искусственно отсутствующие волоски в той зоне, где у нас есть пушочек. По сути, мы прорисовываем то, что у нас есть, заполняя его тенью. С помощью щеточки для бровей мы вычесываем наши штрихи для того, чтобы создать легкую тень. Можно это сделать сначала вниз, а потом поднять волоски наверх, зачесав их как можно больше.
Ввиду того, что хвостик у нас слегка падающий, я бы рекомендовала нашей модели добавить волосков чуть выше нашего хвостика и также их расчесать. Для легкой небрежности и естественности рекомендую причесать после того, как вы прокрасили карандашом, бровки гелем для бровей. Это может быть бесцветный гель, либо гель с легким оттенком. Если густота ваших бровок позволяет, то рекомендую вообще отказаться от карандаша и просто расчесать оттеночным гелем для бровей. Вот такая красота у нас получается. Посмотрите, как наглядно изменились брови нашей модели. Надеюсь, мои советы помогут создать вам естественные, красивые, а самое главное, модные брови. Доброе утро, друзья! С вами «Утро Калмыкия». Сегодня у нас в гостях Данзан Левгинов, оператор и режиссер. Доброе утро! Доброе утро! Я очень рада, что ты к нам пришел. И давай начнем с нашего традиционного вопроса. С чего начинается твое утро? Привет, Ксюша! Мое утро начинается в 4 утра.
В основном я засыпаю рано, чтобы встать немножко пораньше, раньше, чем встанут все мои домашние, моя семья, мои котики, мои животные, все, кто дома обитает, и моя семья. И выделяю для себя время, ну, где-то 2 часа, прежде чем все проснутся, для того, чтобы написать сценарий или заняться своими делами, чему-то научиться, может быть, составить план на день. Вот, я стараюсь просыпаться пораньше. А как вообще ты пришел к тому, чтобы заняться именно этой профессией? Мой путь в режиссуру и в кино, здесь, особенно в Калмыкии, был очень неожиданный. Это была счастливая случайность, потому что я просто укрывался, грубо говоря, от дождя и попал на удивительную сессию по развитию кинематографа здесь, в Калмыкии. Ее, кстати, организовывала режиссер Элла Манжеева. Вот, это было 4 года назад. Вот, а заниматься именно операторством я начал за год ранее, и я понял, что нужно заниматься режиссурой. И, тем не менее, я не забывал про операторство. То есть, благодаря этой сессии я начал заниматься режиссурой здесь. Данзан, а где ты учился? В данный момент я учусь на заочном отделении колледжа искусств, направление социально-культурная деятельность. Там меня учат и режиссуре, и написанию сценария, и актерскому мастерству, и сценическому движению. Очень интересная профессия. Помимо обучения в колледже искусств, я еще прохожу всяческие курсы. Среди них Open Your Story, курс, который организовывает Элла Манжеева. Очень классный курс, прям такой удивительный, открыл для меня новые горизонты именно по написанию сценария для кино, по подготовке к своим фильмам, презентаций. Удивительный курс. Помимо этого, я сейчас поступаю на видеорежиссуру в РАНХИКС в Москву. Надеюсь, что в этом году я начну уже учиться. То есть ты не пожалел, что связал свою жизнь с кино? Да, я никогда не жалел о том, что связал свою жизнь с кинематографом, особенно здесь, находясь в Калмыкии, потому что здесь огромное количество тем, о которых еще не сказано, о которых еще не снято, темы, которые требуют того, чтобы о них говорили. У нас очень много есть как и проблем, так и прекрасных моментов в Калмыкии, и очень хочется уделить свою силу и энергию для того, чтобы показать все, что здесь есть такое красивое. Ну, по крайней мере, часть, все, что я смогу сделать. Ну и ты не жалеешь о том, что ты не поехал, например, в Москву или за пределы Калмыкии? Да, этот вопрос у меня спрашивают. За пределы Калмыкии или даже за пределы России предлагают. Вот. Даже были предложения такие. Да, я думаю, это все может быть в будущем, потому что сейчас мне хочется быть здесь. Мне кажется, что душой я должен находиться здесь, и ощущениями я еще здесь не все сделал, еще не все закончено. Поэтому пока что я здесь. Данзан, мне кажется, многие телезрители видели, что у тебя совсем недавно проходил кастинг на твою новую работу «Грузоперевозчик». Расскажи немножечко о нем. Фильм «Грузоперевозчик» — это полнометражный боевик, режиссером и продюсером которого является Владимир Пашкаев. Я в этом проекте выступаю оператором. Проект на самом деле очень интересный, и когда мне Владимир прислал сценарий, я его полностью прочел, он достаточно объемный, 90 страниц. Я его прочел и понял, что такого в Калмыкии еще не было. И эти эксперименты, они должны делаться, потому что у нас действительно, если посмотреть на Калмыкию со стороны зрелищности и боевика, да, как обычно, в классическом боевике есть и перестрелки, и погони. Ну, же обычно комедии снимают какие-то. Да, у нас все выводится за счет нашего юмора, да, колоритного юмора. Это все хорошо и классно, но у нас в боевике будет помимо самого боевика еще и комедия. То есть у нас будут шутки, у нас будут погони, у нас будет стрельба, у нас будет очень много всего интересного. Да. Когда я увидел сценарий, я вот просто считался с огромными глазами, с удивлением, как это можно придумать было. Вот это вообще такая дикая помесь фильма «Перевозчик» с Джейсоном Стейтемом и фильмами Джеки Чана, там чуть ли не все помешаны. А ты не думал о том, как это все воплотить в реальность? Конечно, но когда читаешь сценарий, сразу представляешь в голове, как это должно выглядеть, как это может произойти на экране. И вот когда я это видел, когда я это читал, я видел, что-то прям особенное раздалось в моей голове, потому что там есть погони на лошадях, есть стрельба из лука, есть стрельба из оружия, есть, да, погони на байках, на верблюдах, сражения с женщинами-воинами. И на самом деле там очень много, там даже магия есть, то есть что-то такое паранормальное, сверхъестественное, то есть что-то, что придает герою силы. Это на самом деле
очень классная вещь, и когда я представлял это, у меня был взрыв эмоций, потому что я понял, что наш Калмыкий можно видеть с такой стороны тоже. Я думаю, те, кто придут в кинотеатры, оно будет в кинотеатрах идти, они не разочаруются, они увидят, что можно посмотреть на Калмыкию с другой стороны, что здесь есть и взрывы, что здесь есть и погони, и есть такой элемент боевика прям. Слушай, ты столько всего мне сейчас рассказал, мне кажется, перед актерами, тем более начинающими, столько стояла задач, наверное. Вот что повлияло, от чего вы отталкивались, когда выбирали актеров? Актеров мы выбирали только по кастингу, то есть не было актеров заранее известно. Мы объявили кастинг. Кстати, кастинг объявляется в наших соцсетях, в инстаграме Калмыкия Фильм. Кстати, подписывайтесь, там будет вся информация о кастингах. По-моему, там было 4 или 5 постов о кастинге. И все, кто пришли на кастинг, они все были так или иначе задействованы в кино, потому что в нашем фильме очень большое количество массовки. Там есть сцена, где 70 человек в массовке, есть сцены боевые, где 20-30 человек в массовке. То есть все, кто пришел на кастинг, они как бы оказались не обделены, и никто не был за бортом. Да? Единственное, выбиралось, кто будет играть главную роль, а кто будет играть второстепенную. Много боролись за главную роль? Да, по-моему, судя по тому, что Владимир мне говорил и показывал, там было много, особенно девушек, парней тоже было много. И причем они все такие классные, игровые, и девчонки тоже. И я удивился, как много творческих, креативных людей в Калмыкии. Когда объявляется кастинг, они все прям как намагничиваются к этому всему. Но мы выбирали, у нас было несколько этапов, и мы выбирали именно по способностям. Нам очень важен был опыт актера, желательно театральный. В идеале, конечно, чтобы это был и киношный опыт тоже. То есть если он снимался на каких-нибудь съемках больших, например, федеральных, да, Первого канала или других больших телеканалов, это приветствуется. И в таком случае мы отдавали предпочтение этому человеку. Ну и, конечно, мы смотрели на его характер, на его ответственность, это самое главное. Если он был безответственный, но опытный, мы больше склонялись к тому человеку, который более ответственный. Потому что съемка полнометражного проекта — это всегда такая большая ответственность, и нужно вот 30-40 дней подряд работать, да, то есть ты должен не унывать, у тебя должны быть источники сил, и ты должен работать. Поэтому отдавался приоритет именно вот выносливым и тем, кто ответственный. А вот молодое поколение, например, подрастающее, тоже приходили на кастинг? Ой, на кастинг приходили люди, у которым от 10 лет, да, а там, кстати, есть еще одна роль, которую вообще в 6 или 7 лет нужен человек, ребенок. И приходили от 10 лет вплоть до 50-60. У нас есть бабушки в этом фильме, они вот такой прям юморной элемент комедийный. На них строится большая часть комедии, и им, по-моему, 50, за 50 уже есть. Вот, и поэтому нам нужны были все, от мала до велика. Плюс результат этими кастинга стала единая база актеров Калмыкии. То есть некая специальная база, куда заносятся все люди, кто пришли на кастинг. Там их данные, там их размер одежды, размер обуви, их рост, их вес, их данные, телефон, их навыки творческие, например, пение, танец. То есть если они умеют этим заниматься, это, несомненно, плюс. И эта база сформировалась из этого кастинга. И впредь на будущие проекты мы можем организовывать более маленькие кастинги и брать больше из базы актеров. Мне кажется, сейчас многим телезрителям интересно, где и когда мы можем увидеть твой новый фильм. «Грузоперевозчик» выйдет в конце этого года, примерно зимой, может быть, немного раньше, может быть, немного позже, то есть плюс-минус несколько месяцев, потому что сейчас идет съемка. Она закончена примерно на 40%, и после этого мы приступим к монтажу, и он примерно займет столько же, сколько и съемка. Потому что монтаж очень емкий будет, там будут классные и спецэффекты, будет очень много материала снято уже, и для того, чтобы его смонтировать, нужно время. Как раз мы планируем примерно к зиме управиться и запустить его в наши кинотеатры. Если не будет никаких заминок с кинотеатрами, то все отлично, мы зимой запускаемся. О, круто. А расскажи, пожалуйста, ожидаются ли новые проекты еще? Да, конечно. Мы вообще сейчас, когда готовили историю грузоперевозчика, очень много идей появилось, которые не влезают в один фильм. Может быть,
Может быть. Если у грузоперевозчика первого будет Успех. да, коммерческий успех и как бы любовь зрителя, то почему бы не сделать вторую часть, да? Потому что у нас уже сейчас есть примеры нашего местного кинематографа, который ушел на вторую часть. Это же прекрасно. И я думаю, если действительно он полюбится, то идея уже чуть ли не второй сценарий, уже чуть ли не готов. Потом и третий, и четвертый. Я надеюсь, что все это будет в формате новых историй, свежих. И, может быть, даже со сменами персонажей, со сменами главных действующих лиц. И это не будет смотреться скучно. Ну, сейчас главное — это первый фильм. Как он пройдет, как он останется в сердцах у людей или нет. Эти вопросы нас сейчас больше заботят. Данзан, мне кажется, многие дети, подростки хотят связать свою жизнь с кино. Что ты мог бы сейчас посоветовать нашим телезрителям? Сейчас это сделать намного легче, чем 5 лет назад. Потому что тогда не было никаких возможностей, чтобы это реализовать, кроме вот сессии, которую провела Элла. И после ее приезда здесь начинается какое-то движение в плане кино. И я знаю, что здесь проходят летние киношколы в Элисте, практически ежегодные, потому что Элла собирает все свои силы, все свои желания, все свои навыки, с классных преподавателей привозит, и здесь создаются киношколы для детей. И мне кажется, сейчас, в данное время, у детей есть возможность стать кинематографистом, уже будучи там 14-15 лет, вот, ну, у подростков. И им достаточно просто мониторить все сайты, все новости, новостные паблики калмыцкие и знать, что сейчас проходит либо кастинг, либо сейчас проходит киношкола, либо, может быть, какие-то кинокурсы проходят. То есть сейчас это есть, и сейчас это доступно. Я думаю, любой человек сейчас может связать свою жизнь с кинематографом, в Калмыкии особенно, и он будет вносить неоценимый вклад в развитие кино здесь, потому что оно сейчас очень молодое, оно только развивается, мы делаем первые шаги, но очень важные. И чем больше людей будет горящих, да, чем больше проектов разных, не зависящих друг от друга, тем лучше оно будет развиваться. А вот в киношколы там принимают детей со скольки лет? По-моему, каждый год это по-разному, но примерно, в общем, если в среднем взять, ну где-то от 14 там, до 16 или там от 12 до 16. До 16, то есть больше нет. По-моему, да, или до 17. Вот я точно не могу сказать, но я знаю, что они происходят, но возрастные ограничения Типа мастер-классов, меняются. да, что-то там? Это, по-моему, интенсив. То есть неделю дети учатся, и параллельно с этим создают фильм. И они выпускают фильм, и показываются даже в кинотеатрах. Вот, то есть, получается, происходит премьерный показ, и они зовут всех своих родственников, своих друзей, всех, кто участвовал, приходят другие люди еще посмотреть. И они видят, на что способны дети за неделю создать целое кино. Ну, под руководством хороших специалистов, конечно. Вот ты сказала, что больше вы отталкиваетесь от того, какой опыт у человека. Только тогда вы уже берете, так скажем, принимаете его в работу, да? А если, например, к вам пришел на кастинг человек, у которого нету его, как вы к нему относитесь? Мы относимся к нему очень хорошо, потому что самое главное, что у него есть, это желание. Вот. У нас самое главное — это 3 составляющих. Вот, человека-актера, который к нам пришел, это его желание, его опыт и его ответственность. Если, например, нет опыта, на это можно закрыть глаза. Но главное, чтобы было у него желание и ответственность. Вот. Мы к нему относимся хорошо, потому что у такого человека, помимо опыта, еще важна его харизма, его фактура. То есть если он внешне очень хорошо напоминает персонажа, да, который нам нужен, он может просто в кадре простоять молча, да, простоять. Это тоже не просто, но он может простоять и там не дрогнуть ни одним мускулом лица, и он уже сделает работу. Это будет классно смотреться, да? Иногда бывают такие сцены. А иногда нам нужно, чтобы актер прям там драматически сыграл, чтобы у него было там и слезы, и смех, чтобы он классно сделал. Таких, конечно, уже нужно опытных. Вот, Данзан, насколько я знаю, при поступлении куда-либо в какие-то театральные вузы, там нужно читать какие-то вот басни, произведения, а вот когда приходят люди на кастинг, им что-то нужно сделать, чтобы удивить вас? Мы всегда просим от человека творческую программу, небольшую программу составить, для того, чтобы он показал себя. Потому что когда человек просто приходит и с нами разговаривает, этого недостаточно. Мы еще не знаем, какой он будет на камере, какой он Скрыться, да? на людях. То есть, если он может прочитать стихотворение, это хорошо. Если он может спеть,
это тоже хорошо приветствуется, если сможет танцевать, тоже. То есть некоторые, например, исполнитель главной роли, у нас сейчас парень, который занимается единоборствами, то есть он показал свои приемы, он записывал на видео, как он эффектно использует приемы, как раз, видимо, для того, чтобы на кастинг попасть. И нас это впечатлило, потому что у нас боевик, и главный герой должен уметь драться, хорошо драться. И он подошел как никак. Мне кажется, сейчас все умеют драться на улице. Нет, так хорошо драться, как он. То есть он двигается профессионально, плавно, он занимается. Профессионально, да. То есть он двигается плавно, у него такие уверенные движения, правильные, и не чувствуется лжи, не чувствуется халтуры, когда он двигается. То есть чувствуется, что действительно человек умеет. И поэтому нам и нужны такие люди. То есть люди, которые приходят и показывают свои навыки, то, в чем они сильны, они нам нужны. И если человек приходит и не знает, что сказать, этого недостаточно. Конечно, мы его пытаемся как-то разговорить, да. То есть, что ты умеешь, что ты можешь нам показать, расскажи нам то, представь нам вот такой диалог, даем листочек со сценарием. Вот, вы даете им листочек, да, они у нас читают? только кусочек сценария. Ничего да, себе. Мы показываем им, чтобы они сыграли. Вот. И иногда бывают люди, которые без опыта, без ничего, они прям так классно играют, что прям, чувствуется, что мы вжились, прям почувствовали. А если вот они пришли и не выучили ни стихотворения, ни басни, ничего, вы можете им дать листочек, они прочитают, и все. Да. Круто. Потому что мы знаем, что сейчас искать только профессиональных артистов будет очень сложно, будет практически нереально. Потому что их не так много, и у них очень большая занятость. Потому что они все работают в театрах, они работают в своих творческих коллективах. Это не просто их оттуда вырвать, особенно для съемок. Это очень такой долгий процесс, кропотливый. Поэтому мы даем все возможности для любого человека, чтобы он раскрылся на нашем кастинге. Прикольно. Данзан, у тебя есть сейчас хорошая возможность пожелать нашим телезрителям доброго утра. Все телезрители, я вас очень сильно поздравляю с добрым утром, потому что каждое утро – это начало новой жизни. Двигайтесь вперед, двигайтесь к самому лучшему, двигайтесь к идеалу своему. Ничего вас не может остановить. Я желаю вам доброго утра и начала новой прекрасной жизни. Спасибо. Среди великого множества специальностей и вузов выпускникам школы и их родителям приходится выбирать всего одно направление и один университет. Ладно, подать документы можно в 5 вузов, но от этого ничуть не легче. Одновременно приходится учитывать сразу несколько факторов: финансовые возможности, престижность, географическое расположение вузов, перспективность будущей профессии, а также таланты и способности абитуриента. Куда же можно пойти учиться? Сегодня мы посетили Калмыцкий медицинский колледж имени Тамары Хохлыновой. Подробности далее. Калмыцкий медицинский колледж в этом году осуществляет прием по 2 направлениям: сестринское дело, квалификация медицинская сестра, и лечебное дело, квалификация фельдшер. Прием осуществляется на базовых образованиях базы 9 классов и базы 11 классов. В этом году бюджетная форма обучения предусматривает целевое обучение. Что это значит? Все абитуриенты, которые проходят все вступительные испытания и поступают к нам в медицинский колледж на бюджет, после окончания нашего учебного заведения должны будут отработать 3 года в медицинских организациях Республики Калмыкия. В этом году мы объявили набор по бюджету на базе 9 классов сестринское дело – это 50 мест. На базе 11 классов по специальности лечебное дело 25 и по специальности сестринское дело 25. Итого 100 мест. Ввиду того, что сейчас в республике, вообще в стране сохраняется очень сложная эпидемиологическая ситуация, наш медицинский колледж осуществляет прием документов только в дистанционной форме. Сейчас я передам слово Тюмидовой Елене Владимировне, она вам более подробно расскажет про подачу документов в дистанционной форме. Приемная комиссия Калмыцкого медицинского колледжа принимает в этом году документы дистанционно. Как подать документы? Это абсолютно несложно. Достаточно пройти на наш сайт, официальный сайт колледжа. В поисковике забиваете «Калмыцкий медицинский колледж» и открывается наша страница, главная страница. На официальном сайте колледжа есть меню. В меню есть пункт или раздел абитуриентов.
проходим в этот раздел, находим вкладку «Форма подачи заявлений и документов в приемную комиссию». Нажимаем, открывается такая форма и заполняем. Вот все этапы: первый, второй, третий этап и так далее. На первом этапе вносится контактная информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, по которой мы можем с ними связаться, и контактный номер телефона. Далее, следующий этап: вводите паспортные данные. Но здесь такая особенность: вы не сможете пройти на следующий этап заполнения заявлений и подачи документов, если какой-то из пунктов не будет заполнен. То есть программа вас просто не пропустит. То есть как бы что-то упустить и не подать будет невозможно. То есть программа как бы это регулирует. И так далее. Значит, далее документы. Документы нужно сначала либо сфотографировать, либо отсканировать, то есть преобразовать с бумажного носителя на электронный. И прикрепляются они к строчкам, да, скажем так, пунктам этого заявления. Вот и все. И вот эти все 5 этапов будут выполнены. Потом вы нажимаете «Далее», «Отправить», и мы получаем документы все, рассматриваем их. Если какие-то будут неточности, то сообщаем абитуриенту, либо прозваниваем, либо пишем письмо на адрес электронной почты, который они нам указали, и корректируем неточности таким вот образом. Получается, это дистанционный способ, но в принципе студент может прийти и вживую. Нет, у нас еще есть еще одна форма. Это, подать документы можно по почте. Да, значит, прикладывает, значит, по почте все документы, опись прикладывается с вложением, и заказанным письмом направляется на наш адрес, где мы точно так же принимаем, рассматриваем, и если какие-то там не хватает каких-то документов, связываемся с абитуриентом. Все. После поступления в наш Калмыцкий медицинский колледж все студенты у нас проходят практическую подготовку. На самом деле у нас учиться очень интересно, очень интересно. Вы уже убедились, да, какие у нас существуют фантомы. А на первых 2 курсах наши студенты проходят фантомный курс обучения по простейшим медицинским манипуляциям. Сейчас я передам слово заместителю директора по практическому обучению Полетаевой Анне Николаевне. Каждый год у нас в течение года дети занимаются, отрабатывают манипуляции, внутривенные инъекции, обработка полости рта, зондирование, капельные системы, катетеризация пациентов, ну и клизменные системы. Сейчас можем показать один из методов, внутривенной инъекции. Проведение подготовки внутривенной инъекции. Иджелина. Угу. Чуть-чуть. При проведении инъекции не забываем психологический контакт с пациентом, обрабатываем, объясняем суть манипуляции, какие ощущения возможны при проведении манипуляции. Пальпируем вену. Проверяем нахождение вены, снимаем жгут, вводим препарат. Угу. Сейчас нам Андрей покажет манипуляцию обработки полости рта. Это уходовая манипуляция гигиеническая. Если пациент находится в тяжелом состоянии, мы ему обрабатываем полость рта от микроорганизмов. Обрабатываем пинцет, смачиваем дезинфицирующим средством. Сначала обрабатываем внутреннюю сторону зубов и наружную.
После прохождения первых двух курсов, первого-второго курса, все наши студенты переходят на обучение более такое углубленное по специальности. У нас для такого обучения в нашем колледже существует аккредитационный центр, который оснащен именно интерактивным оборудованием и более приближен к реальным условиям, которые существуют в медицинских организациях. Вот более подробную информацию по аккредитационному центру я хочу предоставить слово нашему преподавателю клинических дисциплин Отняевой Ирине Юрьевне. Здесь отрабатывают практические манипуляции студенты по специальности акушерское дело. Это фантом гинекологический, это фантом у нас представляет женщину, которая рожает. Кабинет представлен и делит нам на родильный блок и на кабинет акушерской и гинекологии. Пойдемте дальше. А сейчас я покажу, где же занимаются студенты лечебного дела. А это палата интенсивной терапии. Здесь все фантомы интерактивные. Они имитируют остановку сердца, на них можно прослушать сердечные тоны, реанимация новорожденного. А здесь представлены всевозможные различные заболевания, патологии кожи, травмы и повреждения. А это процедурный кабинет, точно такой же, как в больнице, приближен к реальным условиям. Студенты сестринского дела отрабатывают практические манипуляции внутримышечные, подкожные и внутривенные. А это интерактивный стенд. На нем студенты могут выслушать легкие и сердце, и прослушать и услышать, как стучится ваше сердце. Проводя аускультацию, студенты могут выслушать пороки сердца. А это кабинет для отработки практических манипуляций студентов сестринского дела. Это палата для тяжело больных. Тут представлены предметы ухода за тяжело больными, где студенты могут отрабатывать, учась у нас в колледже, практические манипуляции. Также представлены средства реабилитации. А здесь палата интенсивной терапии для детей. На нем представлены манекены для отработки сердечно-легочной реанимации. Все фантомы интерактивные. Студенты могут отрабатывать практические манипуляции на манекенах. В реальных условиях студенты отрабатывают сердечно-легочную реанимацию, так как это проходит в больнице. На этом наша экскурсия закончена. А если у вас возникли какие-то вопросы или вы хотите учиться в медицинском колледже, добро пожаловать! На самом деле наша профессия медицинского работника предусматривает не только получение диплома, но и прохождение именно аккредитационного экзамена. Что такое аккредитационный экзамен? Аккредитационный экзамен предусматривает право осуществления медицинской деятельности в практикующем здравоохранении. То есть наши студенты по окончанию нашего колледжа, получив диплом, пишут заявление в наш аккредитационный центр для того, чтобы получить свидетельство по определенной специальности. И только в наличии двух документов, диплома об образовании и аккредитационного свидетельства, наши выпускники полноправно могут быть трудоустроены во все медицинские организации Российской Федерации. Ретинопатии, нейропатии, нефропатии. Ты, пожалуйста, это учти, потому что ты будешь не понята, не принята медицинским сообществом, работающим в практическом здравоохранении. Патии обычно, ретинопатия, на «и» ударение, нефропатия. Так, ладно, по диабетической стопе понятно, да? А вот все-таки профилактика осложнений. А вот профилактика диабетической ретинопатии в чем заключается? Ножки помоем, а с глазками как быть? Это же не ежедневно. Вот тут инструкция по уходу за ногами, это прям ежедневная, да? Ежедневно. А вот ежедневно в отношении профилактики диабетической ретинопатии. Нагрузочные вещи предусматривать? Мы создавали этот аккредитационный центр, приближенный к естественным условиям медицинских организаций. Для чего? Для того, чтобы наш студент при выходе в медицинскую организацию он не потерялся в тех условиях, которые существуют действительно в практическом здравоохранении.
Мы его готовим, то есть мы готовим его целенаправленно, чтобы он уже качественно мог оказывать медицинскую помощь населению. Поэтому для этого был и создан этот аккредитационный центр с таким довольно-таки современным оборудованием. И вот все наши преподаватели клинических дисциплин, мы проходим обучение на этом оборудовании, потому что это само собой влечет, да, научить студента, соответственно, надо самим знать. Они проходят это обучение, и вот мы вот таким вот образом качественно готовим наших студентов. Но ни для кого не секрет, что все наши студенты о них очень хорошо отзываются, именно о наших студентах Калмыцкого медицинского колледжа. Мы эту рамку держим, мы от этой рамки ни в коем случае не отходим. И наша цель только продолжать качественно готовить медицинских работников. Это «Утро Калмыкии», и мы переходим к спортивным новостям. Главная новость для спортивных калмыцких болельщиков – это чемпионат Европы по футболу. Любители футбола переживали за Уралан, который дома обыграл УАР Дагестан из Махачкалы 1-0 и перебрался на 4-е место в чемпионате России, 3-й дивизион. Гол забил Дарджи Мченов. В чемпионате страны 3 калмыцких борца вольного стиля Борис Муджиков, Ачир Горяев и Батас Саитиев стали бронзовыми призерами в своих весовых категориях. Шахматные композиторы Батыр Кикеев, Басан Заткаев стали призерами первенства страны по составлению композиций и решению учебных задач. Сборная команды Калмыкии стала чемпионом ЮФО по грэпплингу и грэпплингу ГИ. Тренеры Идяш и Эсен Эсеновы. На Элистинском ипподроме в воскресенье прошел розыгрыш летних призов. Победителями скачек стали гнедой жеребец Близард под седлом жокея Ашамата Бешенова, гнедой Голиаф под седлом Натальи Немгировой и рыжая кобыла Экспогрина под седлом жокея Бамбуша Даджиева. В Элисте и районах республики прошли соревнования, посвященные Олимпиаде Токио 2020 и Всероссийскому олимпийскому дню. На этой неделе пройдут матчи 1/8 чемпионата Европы по футболу, а Элистинский Уралан проведет матч в Махачкале с «Динамо». Также состоит и 4 матча чемпионата Калмыкии по футболу. На этой неделе пройдет декада спорта в летних лагерях отдыха детей. Сегодня 23 июня, 13-й лунный день. Этот день покажет, насколько вы и ваша деятельность соответствуете реально накопленному опыту и знаниям, и другому потенциалу. Хорошо объединять возможности и активно действовать. Луна в этот день способствует приведению в соответствии желаний и возможностей, наблюдать, как проявляется ваша карма. В этот день хорошо получать новую информацию, читать книги, позволяющие нам лучше понять себя и мир. Хорошо закладывать новый цикл обучения. Период хорош для контактов в группе и учения. Могут появиться старые проблемы. Отнеситесь к этому спокойно. Постарайтесь не нервничать, а как-то сгладить их или, если возможно, спокойно разрешить. Решив проблему, вы получите свежие силы для новой жизни. А я на этом прощаюсь и желаю вам позитивного дня. Пока!